Итак, друзья, компания «Самолет» решила реализовать КРТ возле микрорайона Сафроновский. Это как раз-таки, если кто не знает, тот населенный пункт, который располагается сразу за мостом. То есть, если ехать в сторону Затона из Уфы, то сразу находится Сафроновский. Это частные дома, территория как раз-таки такая, скажем, спокойная. И все эти люди собрались здесь выразить свое недоумение. И сегодня мы собрались с жителями этого микрорайона обсудить и обратиться к администрации города, к главе нашей республики по поводу незаконной застройки участка земли вдоль этой улицы Дениса Буликова. В 2004-2005 году мы построили наши дома по проекту развития Забелья, заключив договор с администрацией Ленинского района. И по этому плану, вот на этом участке земли между Дениса Буликова и проспектом Дружбы Народа также предполагалось малоэтажное строительство. А высотки должны были быть построены с другой стороны дороги, да, по левую сторону. Вот. Администрация Уфы выделила этот участок земли Линкор Инвест под инвестиционный проект для строительства автомобильного сервисного комплекса. Был грандиозный представлен проект, многомиллионный, но на самом деле здесь никто ничего строить, никакой комплекс не собирался, потому что реально были установлены два металлических неиспользуемых ангара, максимально застолбили землю дорожками. И 2 года этот участок пустовал, зарос сорной травой, был весь покрыт этим строительным мусором, то есть никакая предпринимательская деятельность здесь не велась, и это было установлено прокуратурой. 7 ноября 2023 года Министерство земельных отношений продало этот участок Линкор Инвесту, причем не только участок под самими ангарами, но и который составлял вообще 2,8% от всей территории, но и весь участок 54 гектара. И хотя в договоре было написано, что эта земля отдается для эксплуатации многофункционального сервисного комплекса, но в апреле этого года глава администрации подписал постановление межевания и вот этого участка, по которому должен построить 5 многоэтажных жилых комплексов этажностью 17, 23, 25 этажей. И предполагается здесь поселить 4500 людей. И землю им дали в аренду для того, чтобы они построили капитальное строение. Если они, извините, за месяц все это перенесли, какое-то капитальное строение, тогда они перевели в собственность землю незаконную, потому что там не было капитального строения. И они вот их капитальное строение, вот крыша. Вот его перевезли на соседний участок. Вы считаете, что это некая манипуляция? Это стопроцентная манипуляция, заранее подготовленная. Они перевели собственность и потом продали очень хорошо. Ну, как бы это такое посредничество, да, цепочка? Да. Это 100%. Это, Это, конечно, доказываться должно быть. Здесь имеется и коррупционная какая-то схема. То есть вы считаете, что не Да. без схемы? Конечно. Вы понимаете, проспект Дружбы народов, он та улица, которую они называют улица Анида, ее даже улица не называют. Это Буликова. Для строителей это золотое место. Им не надо строить дороги, ничего не надо. Они приезжают. Эту дорогу отсыпали жильцы своими силами, за собственные деньги, отсыпали на 2 метра над уровнем земли, заасфальтировали. Естественно, она предназначалась только для проезда наших машин. По этой дороге гуляют дети, ездят на велосипедах жители, дети, гуляют мамочки с колясками. Это единственная дорога, это единственное место, где жители могут выйти и как-то общаться. Это, можно сказать, место общения жителей. А вот это построено на строительном мусоре. Через месяц-два, после когда тяжелые грузы пойдут, все развалится.
Когда мы узнали о постановлении вот этого 30 апреля 2025 года нашего главы, мы обратились в прокуратуру за нарушением наших прав. И прокуратура, рассмотрев наше обращение, наши доводы, нашла множество нарушений земельного законодательства, в том числе неправомерная передача земли, несоразмерность участка. Передали участок не просто под эти ангары, а весь участок передали. Оно выписало предписание Министерству земельных отношений, но Министерство земельных отношений не торопилось с ответом. 26 июня мы пришли познакомиться с материалами надзорного дела в прокуратуру. Ответ в нарушении сроков Министерство земельных отношений еще не дало. И помощник прокурора нам назначил новую дату. 10 июля. Но когда 10 июля мы подошли ознакомиться с ответом Министерства земельных отношений, нас просто не пустили в прокуратуру, сказали, что помощник прокурора, который вел это дело, внезапно ушел в отпуск, что все вообще ушли в отпуск, что канцелярия в отпуске. Я написала заявление на ознакомление с ответом Министерства земельных отношений, но до сих пор прокуратура мне не ответила. И вообще складывается впечатление, что прокуратура самоизолировалась, или защищает интересы какие-то другие. На сегодняшний день есть проект планировки и межевания территории. А что по итогу выйдет с государственной экспертизы, пока еще неизвестно, потому что мы еще не получали данный документ. Точно ответить на этот вопрос я сейчас не смогу. Раньше такая практика была проведение публичных слушаний, с местным населением, а сейчас как с этим обстоит? Это решение принимает администрация города Уфы. Нет, некоторое время назад в связи с COVID отменяли эту такую практику. Сейчас это все проходит. То есть, Да. Вы пришли сюда, чтобы им рассказать людям? Я могу ответить на некоторые поставленные вопросы. Про дорогу, например, был вопрос, да? То есть у всех. Да. Какой конкретный Она на вопрос? балансе, насколько я знаю, да, она содержится МГУ Ленинского района. А какая-то встреча с администрацией после этого, какое-то, может быть, решение будет принято, какая-то встреча будет ли проводиться? Есть ли в планах? Конечно, будем организовывать эту встречу. А вообще документы о застройке есть? В администрации Ленинского района у нас нету. Но в любом случае разрешение на строительство будет выдавать город администрация. Я это не скажу, потому что это не проходит через нас. Предписание не выдавать. Рекомендованное предписание прокуратуры не выдавать это разрешение на строительство, пока не устранены нарушения законодательства земельного. То есть эта сделка, она незаконная. Со своей стороны приложу все усилия для того, чтобы донести эту информацию до руководства. Принимать будет решение в любом случае. Если смотрите, наглядно мы видим, что частями, видите, автобус проехал, прям видно, прям деревья сохнут. Полоса зеленая. Где они цвета другого, да? Да, как раз это высохшие. Дальше, здесь не видно, то же самое будет. Там еще одна полоса. Я сама туда ходила, действительно, там слез не взглянешь. Это очень печальная история, что многолетние, я не знаю даже сколько они, лет, наверное, 30 они растут, эти деревья, и таким образом просто их уничтожают. Чтобы понять, что происходит в лесополосе, нужно в нее зайти, и, соответственно, оглядеться, обернуться вокруг. Сейчас вторая половина июля, но мы не видим явно здесь зелени, что может говорить о плачевном состоянии этого леса. Я читала, что как раз-таки таким образом гербицидами делают инъекции. Смотрите, и они повсюду, и как раз-таки эти все деревья, они все высохли. То есть, Которые отмечены. Да. Они все подсохли. Видите, каким образом делается надрубка. Здесь, смотрите, как хорошо. А здоровое дерево спилили. Смотрите.
И в данный момент тоже даже висит объявление, что продам дрова. То есть этот лес кто-то на дрова? Да, да, вот получается, вот видите, какую полосу они срезали? Ну это, то есть вы Очень считаете, что это нелегальные дровосеки? Нет, это вот эта вся организация, то есть здесь этим занимается. Мы приехали, там выгрузились. А в лесу что делаем? В лесу, почему В лесу? обслуживаем машину, автомобиль? В смысле? Но вы это открыли, лесная тут проводите зона. работы какие-то? Нам разрешили, а что еще? Кто вам разрешил? Ну, да, дедушка подошел, Какой попросил. дедушка? Пригласите. Сами пригласите, нахуй мне нужно, честно Что сказать. вы говорите? Если стоянку тут устроил, 90 рублей. Мгм. Да. Друзья, удивительно, вот на этом самом месте, где происходит спил деревьев, да, здесь образовался какой-то автокемпинг. Ну, по крайней мере, мы видим по нескольким фурам. Здесь как минимум 4 фуры сейчас стоит. Однако самое интересное, что там, где стоят фуры, должна быть, наверное, табличка, что это кемпинг. Но здесь стоит другая табличка, что это лес. И я могу еще сказать, что мы обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться. Сначала природоохранная прокуратура отписалась в администрацию, а потом на новое обращение они перенаправили в прокуратуру. Все, тоже никаких больше ответов. Да, под видом нашествия короедов они уничтожают и готовят поле для застройки.